Карантин в Ингушетии продолжается, как и по всей стране. Однако жизнь полностью замереть не может. Как и прежде, люди посещают продуктовые магазины и аптеки. Они на период вынужденных каникул работают без изменений, но при соблюдении обязательных условий. Предприниматель должен обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты, а также соблюдать меры санитарные и противоэпидемиологические. Магазины и аптеки глава государства отнес к структурам жизнеобеспечения. Еще до объявления карантина Владимир Путин заявил, к ним сейчас должны предъявляться повышенные требования безопасности. Особенно важно придерживаться правил личной гигиены и дезинфекции помещений. Однако, пройдя мясные лавки в Назрани, понимаешь, не все относятся серьезно к мерам предосторожности. Здесь половина торговцев пренебрегают призывами пользоваться средствами индивидуальной защиты. Но почему вы без маски? Да, без маски, а маски есть. Это неправда. Маски есть. В аптеках маски есть. Вы сейчас без маски. У нас период эпидемии. К вам приходят покупатели. Вы сами не защищаете. Ну вот у вас использованная маска в кармане. У вас нет перчаток. Одно дело, когда свои упущения понимают и готовы устранить нарушения. Ну а нелогичные объяснения некоторых торговцев просто не поддаются осмыслению. Вы понимаете, что вы должны носить маску в период пандемии? Да. А почему вы не в маске? Ну, ваши, вы что, заболевшие люди? Ну при чем тут заболевшие? Это мера предосторожности. Надо предостерегаться. У нас же спирт есть. Ну и что спирт? Вы же общаетесь с клиентами, к вам приходят клиенты, вы без маски, без перчаток. Почему? К вам... те, которые с нами вот связаны, которые с нами у нас, которые хотят мясо делать. И все. Ну это не факт, что они не болеют. И что вы не можете заболеть. Вы понимаете, что вы нарушаете меры гигиены и предосторожности? Вы что, серьезно, что ли? Правда, не все так плохо, и здесь и немало сознательных торговцев, которым можно смело наведаться за мясом. Мурат Булгучев по специальности ветеринар и без объявленной пандемии понимает, какие санитарные нормы важно соблюдать в этом деле. А с появлением нового вируса усилил меры дезинфекции. Уборку делают, уксусные эссенции, разбавленный раствор, обрабатывается полностью деревянная железная поверхность. Если бы не продуктовый магазин и не была бы необходимость покупателей, ну, конечно, я остался бы дома, не в зоне риска. У мясных лавок людей встречаешь уже реже, что не скажешь о продовольственных магазинах. Покупателей много с самого утра, продуктов пока на всех хватает, на дефициты не жалуются. Продавцы вооружены средствами защиты, также соблюдаются правила дезинфекции, регулярно обрабатывают хлоросодержащими средствами торговые залы. Правда, не обошлось без нарушений на прилавках. Ох уж это привычка и желание с детства пощупать, выбрать буханку помягче, горячее. Ведь мама с утра отправляла с особым наказом домой возвращаться только со свежим хлебом. Только вот в детстве не особо понимал, что трогать его в распакованном виде не совсем правильно. Но в период пандемии продавать его в открытом виде не только не гигиенично, но и опасно. Однако радует сознательность самих покупателей. За все время нахождения нашей съемочной группы в мучном отделе магазина ни один человек не забрал хлеб голыми руками. Правда, люди разные. Одни пренебрегают правилами гигиены, другие в спешке просто хватают и направляются к кассе. Однако это никак не снимает ответственности самих поставщиков, которые доставляют хлеб не в расфасованном виде, и торговцев, которые размещают его. Известно, что коронавирус довольно долго держится на различных поверхностях. К ним причисляются и пищевые продукты. Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности в связи с сложившейся ситуацией с новым вирусом рекомендует продавать и покупать продукцию только в упакованном виде. Здесь на весь супермаркет только 2 продавца-консультанта. Признаются, что остальные коллеги отказались работать, пока ситуация с пандемией не урегулируется. Людей много, нагрузка большая. И просто физически не успевают упаковать хлеб. А в этом маленьком магазине, где, собственно, никакого наплыва покупателей, такая же ситуация. Только заявляют, не знали, что упаковывать хлеб – обязательная мера. Хлеб у вас сейчас находится в открытом, распакованном виде. Почему? Ну, у нас хлеб находится в таком виде, но у нас только
А если я подойду и вы не успеете свет, пощупаю, потрогаю? А почему вы не упаковываете сразу? Как только получаете? Если в этих магазинах сразу взялись за устранение нарушений, то консультанты за прилавками готовой еды на вынос даже не прикрыли продукцию. В открытом виде еда расположилась над холодильными камерами. Объясняют, горячие блюда разбирают быстро. Ну а пока находятся там, служат посредниками между покупателем и продавцом. Почему вы не накрываете это мой? Ну, а все равно люди же подходят, и не все в масках. Вы администратор? Нет, я Товаровед. Почему вы не накрываете товар? Обычно мы закрываем, но они уходят быстро. Ну вы понимаете, что я могу без маски подойти, разговаривать. Ладно, персонал в маске. Они у вас в открытом виде стоят. С начала карантина меры предосторожности усилили и региональные аптеки. Большинство из них теперь обслуживают клиентов через окошко. А фармацевтов без средств индивидуальной защиты встретить сложно. Сегодня получается третий день. Третий день. Ну, как с карантина объявили. А почему, в связи с чем такие меры? В связи с нераспространением, скажем так, инфекции. Ну а покупатели в таком виде обслуживания не видят никакого дискомфорта. Напротив, считают правильным принимать любые меры в борьбе с распространением новой напасти. Сегодня кончился вот этот препарат, антисептик так называемый. Маски у нас есть дома, ну, мазок, это ручки там туда-сюда, вот и все. Редко, стараюсь меньше выходить, так и надо. Всем советую, не надо ходить никуда, потому что надо выполнять, значит, требования врачей, требования, значит, власти наши. И все это надо, к этому надо относиться с пониманием. Тем временем центральные улицы городов республики изменили свой облик. Машин все меньше, пробок нет, а людей встречаешь редко. Однако не стоит забывать, что карантин – это вынужденная, но временная мера. Ну а всех предпринимателей, торговцев, фармацевтов хочется призвать соблюдать правила безопасности. Ведь это позволит не только обезопасить ваших потребителей, но и вас самих. Диана Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24.